дальше. Прямо 1,5 километра. Время 8:50. Температура воздуха 16,5 градусов. Вон дом тети Нади. Вот он. Тетя Нади дом, да. Вот сюда мы ходили в магаз. Торговый дом Пролетарский. Это улица космонавтов. Мама, там где упала, она, походу, долго висела, все выиграла, оно света, а именно там, где буквально висела темная, видно, что там была еда. Прямо 3 километра. А мы 3 года назад, по-моему, так же выезжали. Только мы выезжали не так вот, а более сложно. Напрямую как. Едем по Лука. Через 1 километр 500 метров съезд. Поверните направо. В Москве МКАД, в Липецке Лукат. Время 9 часов 11 минут, на улице уже 19 градусов тепла. Светит яркое солнышко. Впереди камера на 60. Воротна добрая. 45 километров проехали. Ой, уже 20,5 градусов тепла. Время 9:37. О, ничего себе. Фура перевернулась. Бог ты мой. Ну как ты не умеешь? Ты не умеешь. А где написано, что Липецкий? Потом, когда он будет, Не-не-не. Нет, то, что мы в Липецке купили. Так, конечно, не Липецк. Сейчас прочитаем, что. здорово. Аня, ну-ка найди там под мусор что-нибудь. Есть у нас что-нибудь под мусор? Чтобы не раскидывать. Или просто в сумочку положи на эту бумажечку. Знаешь, колодки трогает. И ставят дом. Ну да. Почему в Камяке у нас кировчане, Камяки? Вот тык-впритык с дорогой, да? Ну, видимо, тут снега такого нет, а у нас, видишь, надо расчищать территорию к дому. Может, еще из-за этого? За снега-то. Ну да. Вот это вот межок, да? Понатыкали свои дома, прям у дороги. Вот ты. Ну вот трактор проезжает, Им по кайфу, что и ли? все вот ходят это? по этой Пыль проезжей глотать. части. Тут все равно как бы такая защитная зона. Ну да. Кривополянье станица.
помню, что мы куда-то ходили. Я из Липецкой области. Ой, тут красивый, эти, красивый памятник. Рязанская область. Александра, Невский район. Дайте попить. Прямо 30 километров. Выехали на трассу. Скоро будем поворачивать на Ряжск. Ага. Через 16 километров. Сворачиваем на Ряжск. Какие облака висят. Поверните направо. Прямо 8 километров. Москва, 32 километра. — 95, 49, 80 и 50, 50. Ну, их два, видишь, 95-х. Какой тут Поверните налево. лось стоит. Здесь, кстати, могут тоже штрафовать, видишь? А вон они стоят. Прямо 1,5 километра. Ряжск. Вот так, если наискосок поедешь, помнишь, как в этом на юге, да, метро? Да, не Я только... помню, Смотри, не только светофор красный, но еще эти поднимаются. да, я помню, здесь всегда долго. Ой, тут, наверное, все-таки едет. Ровно 2 часа 22 минуты. А, да, 2 часа 22 минуты едем. Это, знаешь, Ань, чтобы ты понимала, это время показано, сколько работает двигатель. То есть... То есть, я зачем машину глушу, все, время останавливается. Да, орёт, да? О, все, проезжаем. Что зря ты паниковала. Блин, 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 блин. Ну, там большая станция, слушай, Раш. Да, он... Не станция там слева. Ну да. О, господи, это что такое? Ну, здрасте. О. О. А если бы ты чуть-чуть на 2 метра проехать успел уже вперед? Ага. Капец, товарищи. Как корову вылезла. О, шалопаи, вот они. Так, шалопай. Местные шалопаи, давайте. Двигаемся. А, ребята, держите рули свои. Ну, руки трясутся, что ли? Так, а тут что? А лево. Их за 2 метра въезжает просто. Машины? Да. Как правильно, они какие-то неустойчивые Вот держат здесь, рули. мама, смотри, тут полоска заканчивается, и тут полоска. И вот тут вот одни едут, и машина вот так едет. Ну, правильно. Это же Въезжает и просто. без вариантов, потому что. Ну, они, блин.
Обращайтесь к нам. Это вообще правда. Тяп-ляп. А народу столько на тяп-ляп. Народу. Тяп-ляп работает. Надо Немало. было раньше заснять. Тяп-ляп не показала. А, я думаю, снял. Нет, я концовку только успела, где они уже просто стоят все. Кто у них там тяп-ляп делает? Как и забор, так же даже не стоит. Забор упал. Лежит. Хрен поймешь. Скажу, такое движение здесь. Одна машина в день. А тут был бы коллапс. Да, сапожок. Хотим остановиться, посмотреть, что продают. Ягодки, мне кажется. Ой, чеснок. Мне кажется, у меня здесь... Да, да, мне тоже кажется здесь. Ну да, деревья так наклонены там. Сапожок, Рязань, автобус. Так, выезжаем на трассу М5. Проехали мы Сапожок, Поверните налево. Песочня. Сейчас немножечко проезжаем и сворачиваем опять направо на Шилово. Вон самолет выбрасывает парашютиста. С парашюта спрыгнуть? Блин, а на фотоаппарате не видно парашютиста. А, ну видно точечки. Вот, видно, да. Он их с маленькой высоты скинул. Раз, А вот два. самолет-то видно, да? Да, самолет Через видно. 1,5 километра поверните направо. Как интересно. Опа, глазастый. Так, ну сворачиваем Нет, заправка. Здесь направо. как-то заправлялись и кофе покупали. Направо на Шилово. А дальше идет Касимов. Ой, стопор Поверните попали. направо. ТНК, сейчас скажу, какие тут у нас цены на бензин. 95, 49, 30 и 50, Ну, 00. 92, 46, 20. Дизельное топливо 51 рубль. ТНК. Едем одни, трасса пустая. В Шилове мы как там обедали, помню, в столовой. Помните? Не. Ну, нет, если столовая. Такая справа стекляшка. Понравилось? Такая нам там, нет? сандыбовская. Что, хотите заехать? Нет, а нам понравилось там? Не помнишь? Это сплошная линия. Если по ней проехать. Ну, на нее заезжаешь, такой звук целый. Да, вот она. Как стиральная доска. Посередине. Вот даже она. видно, как она такая, Видно, как, да. как стиральная доска. Стиральная доска, где наезжаешь, ты сразу начинаешь звенеть, греметь. Но, Как шумовая полоса можно да, назвать. да. Первый раз такое видели. Такого, ну как бы больше не видели. А, Рязанская. вот, наверное, да, все. Всё, заканчиваем. Рязанская область. О, молодец. А вот Владимирская. Что-то быстро проехал.
сели, 100%. Да? Я даже помню это, да. Нет, там поесть или ладно? На гостинице. Не знаю. Пойдем что такое. Короче, все уснули. Экстренно всех разбудили. Папа нашел прием. Так и я, и мы все спали Сейчас кофе попьете. крепким сном. Вспомни, я его не вспомню. Что-то... Вроде обстановку помню. Да. Ну, когда супчики, цены сразу на супчики. Где супы? А где супы? Ну дальше где супы? Это вообще-то сначала эту халун забить. Ну вот нет. Салат. Вот. Вот. Первый блюдо стол. Так, во сколько мы покушали? 14:56. На улице плюс 19 градусов. Проехали мы 393 километра. Покушали во Владимирской области ресторан «Трио». Какой-то год мы там тоже уже останавливались и кушали. Ну это не ресторан. Бар или что-то, или кафе, ну что-то там такое. Так, мы сейчас заправились на Новолуковской заправке в Владимирской области, в Муроме. Так, что у нас получилось? 52,67 на 50,39. Я никогда не знаю, где литраж, а где цена. Ох, Сколько цена? не помню. Что где? Да, они одинаковые, всегда путаю. В прошлом году также было с ценами. 52 литра было. То ли это литраж, то ли это бак. Ну, Лилипа залил 50 чем-то. Да, но зато по красивому мосту проехали. В принципе, можно было там тоже поехать. Ну, ладно. Но мы почему-то разворачивались тогда по нему уже обратно. Ну, я решил там не ехать. А, Ты боишься, да? Боишься, да? это мы куда вливаемся? Сейчас всего на сейчас будет скоро выезд на трассу М7. Держитесь левее. Прямо 10 километров. А, это не Какие-то развязки тут. В будущем будут. Да. Тут развернулись они масштабно. Господи, ни конца, ни края. А мы-то виляем между ними. Едем по Владимирской области. Дождик начинает накрапывать. А мне приходят смс-ки, уже третья, пишут: в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается сильный
ливневый дождь, гроза, град, порывы ветра до 18 метров в секунду. Блин, из Рязанской области мы, конечно, уехали. Информатор немножечко от нас отстает. Но, конечно, тут все обложено впереди. Сейчас вот мы в деревьях не так страшно видно. Вот как ты выезжаешь в поля, там такой обзор на 360 градусов. И, конечно, картина нерадужная. Такая, ой. Так что посмотрим, что у нас ждет впереди. Ух ты. Смотрите, идите направо. Карета. Ну, конечно, опасно так выезжать. Чувствую, самодельная, еще и крыша. Как вам карета? Вот радуга! Ой, опять мы ее не увидели. Вот она радуга, но почему-то мы видим только половину. Ну что ж такое, опять деревья, да? Половина. Да. Ну все, в деревья опять уезжаем. Радуга. Радуга, дуга. Ты что делаешь? Ты на фоне радуги идешь. Вон там. Где радуга? Такой воздух прикольный. Озоном наполненный. Во, там жесть. Военные едут, только теперь буковка В у них. Обычно Z, тут В. Подъезжаем к трассе М7. В этом году мы по ней еще не ехали. Ну вот еще федералочка. Да. А то все по каким-то деревенским дорогам ездим, а вот тут опять федерал. Вот мне больше нравится по деревенским. Ты будешь гулять? А Вове больше нравится по Я федералкам. люблю такие насыщенные трассы. А я деревенские. Да, вот деревенская вот там. Ага. Я как сглазил. В том году мы также ехали, я с поясницей. И подъезжая к Погваздино, ну так едут, так без задней мысли, Педальки широкую. едет машина. На 60. Видно, что путешественник, потому что с крыши как бы наверху. Ну, паркетник какой-то. И я на нее так смотрю, думаю, с отпуска уже едешь, да? Ну я тебе не завидую. А теперь я на его месте. Понял? У меня нет такого. У меня все, что до 1 сентября, это отдых, лето и праздник. Ну потому что... Подожди, а день работы когда? 1 августа? Да. Ну а что ты? Ты просто привыкла до этого, ты сидела за свой счет, конечно, это балдеж у тебя был. А сейчас тебе же 1 августа на работу. Ну и что? Лето же. Ой, какие красивые. Ну Да? потому что тебе еще до 1 августа понятно, да, тебе еще 11 дней, и ты думаешь, ха-ха, типа много, классно. В отпуск. Что-то в Гороховце такая пробка в сторону Москвы. Они прям стоят. Не пойму почему. У нас все нормально. На север трасса свободна. Все Да все было же в отпуск поехать, только мы одни с отпуска едем. Все едут в сторону юга. Ага. Плюс надо искать. Мы когда ехали на юг, у нас была трасса свободная. Мы вообще ни в одной пробке не стояли. Все эти платные пункты были свободны. Мы просто пролетали через них. А сейчас, конечно, ой-ой-ой-ой-ой. Не позавидуешь, кто едет в отпуск. А ты и туда пролетел, и обратно пролетел. А люди вот сидят, пыхтят теперь. Во всем надо искать плюсы. Интересно, что такая пробка есть? Не знаю, почему такая пробка.
тут, оказывается, Дождь ливень пролил. прошел. Лужи. А уже закончился поход? Уже такой сильный был. Да, там из трубы вот этой сливной так лило. Ладно, не так пыльно будет ехать. Я помылась немного. Опа. Вот и дождик закончился. Можно сказать, значит, мы его объехали. Мы вообще его, можно сказать, не застали. Чё там? Чуть-чуть. На 3 Немножко минутки. блеснул. Но на 3 минутки. И все. Липкие. Ну, вон, эти, смотри, грузовики стоят. И, ну, а там, смотри, сколько машин. Или это на продажу, они не пойму. Что это там стоят? Радуга впереди. И впереди у нас, наверное, опять дождик. Такое небо. Мутное. Это мы подъезжаем к Нижнему, да? Нижний — это больше, чем праздник. Ну что, в Нижний мы въехали в 17:47, температура 18,5 градусов, 615 километров проехали. Как раз рабочий день у всех заканчивается. И вот едет кто куда. То есть как бы у нас такое движение тут замедлено. Стационарный радар. Ограничение скорости 60 километров в час. На круговом движении. Сейчас будем переходить на Бурский мост. Стационарный радар. Ограничение скорости 60 километров в час. Через 300 метров развернитесь, а затем держитесь правее. О, электричка проехала. Пока мы тут стоим под мостом. Все, с кольца не можем уехать. Вон троллейбус едет. Ну как-то в те года как-то не так приезжали в Нижний. Мы, наверное, позже ехали здесь. И уже час пика нет как такового. Стройка идет. Сейчас будем ехать в противоположном направлении. Развернитесь, а затем через 200 метров держитесь правее. Стационарный радар. Опа. Ограничение скорости 50 километров в час. Дали это вот. Дали. Сейчас этим надо ехать, и этим. Светофоры почему-то отключены. Да, из этого хаос. Я думаю, вроде все, мы как бы четко приезжали. Да, такой вроде сложный участок. И никто их не регулирует. Ух! Тут сразу пешеходка. Да. 10, 201 мегабайт. Езжаем на Борский мост. У них тоже такой новый, красивый. Почти. Вот. Где-то вон там набережная. А, вон набережная мы гуляли. Вон там, вдалеке. Да, и катались в кабинках вон через реку. Да. Вон она стоит. Ой, мост-то не сняла. Ой, засмотрелись на набережную. То есть вообще классно. То есть тут одно движение. Вон там внизу поезд едет. Слева, да, противоположное направление движения, и снизу поезд. А раньше мы всю жизнь Вот по одному мосту. доехали по одному Пробки мосту были. и стояли в пробках, и постоянно были аварии. Потому что люди уже не выдерживали и
конечно, сделали они тут Это грандиозно. чемпионат мира по футболу. Да? Ну, молодцы. Вот побольше бы чемпионатов проводилось всяких, побольше было бы строек таких грандиозных. Хорошо сделали, молодцы. Все, Нижний Новгород закончился. Мне так кажется. Потому что она всегда была там, прям около самого Нижнего. Это Золотой Колос. Уткина. Вавилон кафе. Ой, солнце разыгралось, ты посмотри. Небо Ну, все равно чистое. 17,5 на улице. 17,5, да. 18:20 времени, едем 647 километров. Но небо первый раз за 2 дня. Вот такое. Вот это да. Алло! Hello. Туристишь, русишь. Возвращаются на родину. Сейчас мы едем до Боковой. Забронировали уже там семейный номер. Он остался единственный, остальное все занято. Вот, но, к сожалению, он уже через 63 километра, а время еще 18:32. Мы так не привыкли. Мы обычно любим ехать часиков так до 10, до 11, до 12. Что мы сейчас там будем делать, ума не приложу. А там Боковая, это у Светлояра, туда как комплекс входит. В гостинице, внизу магазин, ресторанчик или кофейня, не знаю, как ее назвать. И, в принципе, там больше ничего и нету. Ну и площадка огромная для фуры. Там фуры ночуют. Не знаю, может, еще решим, как дальше рванем. Сколько у нас было, хватит. Проехали. О, мы 3 шестерки проехали. Ну, у тебя, смотри, 3 шестерки. Ничего себе. А время 18:33. Средний расход у нас 6,5 литров на 100 километров. Средняя скорость 73 километра в час. Как-то так. Посмотрим. Дома в Бухте мы будем только завтра, уже к вечеру. То есть до Ухты нам еще ехать больше 1000. А еще погода распогодилась. Хотя 16,5, но небо чистое и солнышко вышло. Радуется. — 695 километров. Первый раз у меня пикнуло, что я устал. Как будто специально говорит, все, Светлояр, давай, это здесь. Да, да, да. Слушай, вроде еду нормально. Как он распознал? Короче, у нас водитель устал. Нет, как он распознал? Я еду, никого не трогаю. Распознана усталость, машина сказала. Так Блин, что вот интеллект, а? Стационарный радар. нам придется останавливаться в Светлояре. А он через 1 километр. Нет, километр 800 метров. Да. Ну что, 19:16, 728 километров, на улице плюс 15, средний расход 6,4. У Светлояра. Сейчас посмотрим. У тебя должна машина убить. Сломаться. Это что не делать? Накинула тут какую-то куфтенку. Рубашка. Туда, вдоль пойдем. Цветочки посмотрим, красивые тут всегда. Ой, какая красота. О, какие шикарные лилии. Свои ступеньки. Да, ой, мне всегда нравится вот этот у них палисадничек. 100 рублей, да? У нее 400 должно быть. А что, уже подошли? Нет, что я Подожди, вот эти, дай выйду. Ой, какие флоксы. Ой,
Ой-ой-ой. Красота какая. Лошадка. Палисадничек красивый. Розочки даже есть. Ой, ну красота. Добро пожаловать. Статуя. Симпатичная. Так. Наша. Ага. Здравствуйте. Ой. Так, поднимаемся выше. Бесплатный Wi-Fi. Ой, диван переставили. Переставили, он не так стоял. Я тут недавно не знаю. Подожди, не такой диван был. Такой, Думаешь? да, такой. Я правильно делал, да, по-моему? Ну да, по-моему. А дальше как? Ну вот это поднимай. А, дальше двигай, да? Она, по-моему, должна еще подниматься. Да, дальше еще. Знаешь, что изменение? Холодильник появился, а тут было кресло. Да. Да. А это не снимается, да? Подушки вот не знаю, наверное, убираются. Сразу пришли кушать. Макароны и куриная котлета. А ты сегодня уже ел какой? Опять хочешь? Филе. Филе куриное, да? Приятного аппетита. Что ты говоришь, кусочек рыбы не успела выбрать, потому что услышала и где положила, да? Да. Ну, нормально все? Да. Доброе утро. Идем к машинке. Цветочки все. Ой, какие красивые. Цветут. Сейчас сфотографирую. Так, ну вот. Куры уже разъехались. Это, наверное, кто на дневную приехал ночевать. Вон их тут в 3 ряда. Крылья раскрыли. Вот он.